30 июня 1941 года колонна из 7 тщательно зачехленных установок и нескольких грузовиков с 3000 реактивных снарядов отбывает на фронт. Это была первая экспериментальная батарея реактивных минометов. 2 конструктора Попов и Шитов обучают личный состав управлять новым оружием. 14 июля 1941 года батарея Флёрова прибывает в район реки Орши. Накануне немцы ударом с юга захватили Оршу и теперь в победном расположении духа переходят на восточный берег реки. Вдруг небо озаряют яркие вспышки. С воем и оглушающим шипением ракетные снаряды обрушиваются на переправу. Каждый снаряд образовывает в земле воронку диаметром 8 и глубиной в 2 метра. Ничего подобного фашисты прежде не видели. Страх и паника охватывают ряды гитлеровцев. Как говорят, именно тогда наши бойцы и прозвали эти грозные боевые машины «Катюшами». Вскоре они были официально переименованы в гвардейские минометы. Об эффекте первого применения этого оружия на фронте говорит следующий факт. Тяжело раненый пленный немецкий офицер подозвал советского переводчика и сказал: «Я все равно скоро умру и ничего не расскажу своим. Пожалуйста, скажите, что за страшное оружие, что за гнев Божий вы обрушили на нас вчера ночью?» Немцы рассказали, и он отошел в мир иной с восхищенным выражением на лице.